Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, давайте сегодня посмотрим такую отсыпочку. Какая вы сейчас в отношениях? И какой вы станете в отношениях в будущем. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, назовите свое имя и загадайте на себя. Так спросите, какая я сейчас в отношениях и какой я стану в отношениях в будущем. Надеюсь, вы настроились. Давайте будем смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, какая вы сейчас в отношениях? Какой вы станете в отношениях в будущем? Угу. Видите, какие две разных картинки вышли? Вот, да, центр у нас. Вот одна вы, вот такая, да, и здесь вы совершенно другая. Какая вы сейчас? Это, смотрите, общая, конечно, отсыпка, но это как собирательный образ, да, девочки, ну вы за собой знаете. Какая вы сейчас? Вы невероятно терпеливая, вы невероятно податливая, вы очень жертвенная, вы... Ну, хочется сказать, да, мало за собой следите, либо мало времени уделяете себе. Если у вас выбор стоит между собой и, например, любимым мужчиной, то вы просто вот закрыла глаза и ступила в неизвестность. Вот как-то так вы себя ведете. Если у вас происходят какие-то споры, ссоры, выяснения, вы начинаете копать себя, что вот где-то я что-то сделала не так, обидела, лишнее сказала, да, либо наоборот там не сделала. Здесь вы видите, как вы на свою голову очень много вот сыпете негатива, грязи, вот комплексы, сомнения, вот себя просто вот, да, видите, как уже закопали, какой огромный над вами висит вот прям ворох, да, всего ненужного и нехорошего. Здесь девушка такая, как ангел, да, ангел, который непризнанный, да, либо не принятый. Вы знаете, вот есть такая пословица, да, поговорка, что благими намерениями выстелена дорога в ад. Вот это ваша история. То есть мужчина, вот вы встретились с мужчиной, вы молодая, наивная, открытая к жизни, и он такой же был. И вы вот своим вот желанием его баловать, его там приласкать, как-то ему помочь, чтобы он там бедненький, уставший с работы, чтобы там вкусная горячая еда, чистые там носочки, поглаженные трусишки, там чистая постелька, там чуть ли не каждый день, может, меняете, да, чтобы там все блестело, чистота, там гигиена и прочее, да. Вы его просто разбаловали. Поначалу он был просто в шоке, охал, ахал, ой, как мне повезло, какая женщина, там перед друзьями хвастался. Потом он к этому, значит, благополучно привык. И вот у вас, у многих уже отыгрывается, что стадия, когда он уже, знаете, придирается, да, что недостаточно там блестит, да, либо там яйца, видели, не той температуры там ему подала, да. То есть какие-то вот такие моменты начинают происходить, либо уже вовсю происходят. Мало того, здесь желание угодить, вот только не обижайтесь, но я вижу, здесь желание угодить было таким очень сильным, уже превратилось в какое-то рабство, прям зависимость от человека, от его мнения, от его взгляда. Он там что-то нахмурился, а вы уже как осиновый листочек дрожите, да. И вы вот это перенапряжение, оно начало вас мутировать, да, вот эта вот энергия стала бродить, там перекисать, и вот только не обижайтесь, пожалуйста. Если это не про вас, просто выключайте, не смотрите, простите, забудьте. Мне вот прям видится, что женщина немножечко стала истеричной. Как что? Сразу обижается, слезы и какие-то вот, знаете, слезы, которые вы глотаете, они проглоченные. Не то, что вы там, он вас там, да, как-то там
ну, не знаю, там, грубо что-то сказал, да, либо сделал что-то, да, и вы раз такая, руки в боки, и давай его на весь свет, да, прославлять. Нет, он вот так вот поступил, а вы раз и в себя, раз там ушла, платочек там взяла, поплакала в него, в подушку поплакала, да, слезы вытерла и пошла дальше. Вот вы себя вот губите, загоняете, а кто-то из вас уже себя загубил и загнал. То есть у кого-то отношения разрушились, вот как хотите. Причем разрушились, ну, можно сказать, и беспричинно, а может быть, у кого-то соперница вышла. И соперница вашего мужчину, знаете, чем взяла? Тем, что она принцесса, тем, что она королевна, типа ухаживай, добивайся. Она дала ему возможность почувствовать себя мужиком. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть ее он добивался, она его там соблазняла, говорила, ох, я такая хрупкая, я такая вся мягкая, давай там... в общественном транспорте не могу, там машину мне, там такси мне, да, там вози, носи, на руках носи. А вы, понимаете, вы сами готовы были его на руках носить. И вот эта ситуация вышла. У кого-то, может быть, и магия была, у кого-то, может быть, и какие-то другие ситуации. Но вот там 50 на 50 отыгралось. Понимаете, девочки, я не хочу никого там оправдывать, либо, наоборот, не хочу гнобить вас. Но я говорю о вашем поведении в отношениях. Какое оно сейчас, да, какое оно было. И кто сейчас у меня действительно, скажем так, столкнулся с жесткой реалией жизни, вы сами допустили эту ситуацию. Но в оправдании, да, у вас мысли все были благостные, просто благостные. Ну, есть такое, да, поверье, что делай добро, бросая его в воду. Вы, наверное, уже на целый мировой океан набросали, да, только своим же добром, да, вашим же добром вас же было бито. Вот такой момент происходит. Не знаю, тут еще может отыграться, что кто-то из вас как будто бы повторяет судьбу какой-то вот женщины, родственницы, да, мамы, бабушки, там, тетушки, да, вот какой-то еще может быть стереотип, что вот женщина там должна терпеть, должна там всю себя на семью положить, да, зачем ей там личное время, личное пространство, и уж тем более там, да, нельзя ничего там высказывать, ругаться и прочее, чего-то там добиваться. Вы очень талантливая, вы очень хорошая, светлая. Ну вот даже посмотрите, да, вот у вас тут пика вышла, видите, вот ее тут видно, и вы как будто бы, ну как на колусе, простите, вот вообще, да, прямо аж врё самой страшно, да, как посадили вас, да, на эту пику, очень кого-то острая, жгучая ситуация. У кого-то вообще какой-то момент отчаяния, да, от одиночества, от того, что мне там, например, уже определенное количество лет, и как я встречу там свою, вот прям, не знаю, там, может, старость, может быть, какой-то вот юбилей, вы себе думаете, да, ничего, никого нет рядом со мной. Вы пытаетесь, может быть, найти какие-то оправдания себе, либо тому, что случилось в вашей жизни. Но, девочки, кто-то карму отработал, а кто-то изначально пошел по этому утопичному жертвенному пути. Многие из вас уже понимают, что было не так. Многие из вас, пройдя вот эту всю пиковую ситуацию, да, немножечко уже под другим углом смотрят на отношения. Кто-то вообще мужчин боится, да, кто-то считает, что они все одним миром мазаны. То есть в любом случае сейчас передо мной девушка, которая разочарованная, обожженная. И даже если вы в браке, даже если у вас там в браке, да, муж рядом под боком, все равно здесь на эту отсыпку не зашла ни одна счастливая женщина, которая бы сказала, да блин, у меня все идеально, у меня там любовь, секс, эмоции, там, подарки, все у меня есть. И здесь я такой не вижу. Если вы такая, это не ваша отсыпка. В принципе, вот, да, женщина вот сама стоит, у нее там над головой там тучи собрались, да, с одной стороны у нее кольцо деформированное, то есть какой-то либо развод, либо сложные отношения. И здесь вот башмак, который в нее смотрит, то есть как идти некуда, да, выхода как будто бы нет. И еще и на пике, да, то есть сами понимаете. Это то, что касается, ну, такой, какая вы есть сейчас, да, либо были, какой вы были. Что касается вашего будущего, ну, здесь вы видите, да, разницу в картинках, она прям налицо. Здесь однозначно женщина индивидуальная, вернее, как индивидуум, да. Женщина, может быть, немножечко
как сказать, да, при своих интересах, ну, может даже эгоистичная, но эгоистичная, ну, до меры, да, до предела. И женщина, которая уже вместо того, чтобы сидеть на этой пике, да, она кого угодно на эту пику посадить запросто с легкостью сможет. Вы смотрите, здесь на пике вы сидите, да, а здесь вы сидите на коровьей голове, да, то есть корова в данном случае это все-таки у нас, во-первых, изобильность, особенно в восточном варианте, это и изобилие, это, то есть, смотрите, как и мясо, и молоко, и богатство, да, богатство, корова это богатство у нас идет. И плюс это еще и реализованность, трудоспособность, достижение своих целей. Вы знаете, вам в будущем стать вот именно такой железной леди, такой, знаете, женщиной, которая хозяйка жизни, да, вот такая идет по миру, на что глаз упадет, то себе берет, да, либо этого добивается. Это ваша будущая позиция. Возможно, стоило прожить вот эти все неприятности, но что я вижу, это сожаление о зря упущенном времени. То есть как будто бы ваш образ из будущего говорит сегодняшнему, говорит, ну зачем ты теряешь время? Ты же такая классная, ты же такая ресурсная. Ну, блин, ну позволь себе хоть немножечко расслабиться. Отпусти всю эту глупость, дурь, да, из головы. Поверь в себя. Живи одним днем, да. Живи как хочется, живи как в удовольствие. То есть вот такой призыв вы себе даете. Страхи вам очень сильно мешают. Смотрите. У вас здесь знак Стрельца. Видите, человек, который вверх запускает вот стрелу, копье. Прекрасный знак, который обещает очень какие-то вот серьезные достижения в работе, в карьере, в бизнесе, в денежном вопросе. То есть успех. Вот чем бы вы в будущем ни занимались, это будет успешно. То же самое в отношениях. В отношениях у вас, смотрите, ну вот мужчина вышел, вот он уж только здесь, видите, в угол забился. То есть отношения возможны, и они, может быть, и будут. Либо даже ваши брачные отношения сегодняшнего дня, такие вот какие-то, знаете, ну, ущербные, да, либо однобокие, они все равно могут продолжаться, потому что вы здесь будете управлять процессом, вы будете подбирать себе мужчин, любовников. Не исключено, да, что женщина будет позволять себе, даже, например, будучи в отношениях, почему нет. А здесь, ну, кто-то прям, да, будет разрядку иметь, да, если муж, например, не справляется с этими обязанностями, но при этом он хороший мужчина, да, там спокойный, работящий, да, но понятно, что женщине нужно также удовлетворять свои потребности. А если мужчина уже не имеет к этому интереса, либо не имеет возможности на это удовлетворение, тут некоторые женщины заведут себе, ну, вот такой момент, скажем так, утех и развлечений. То есть я вижу в такой позиции, что вот тут это не срам, это наоборот физиологическая потребность. И осуждать никто не имеет права вот эту потребность. Что же вам теперь, если у него, извините, пися на 5:30, а вам что теперь? Тоже в узелочек завязаться? Вы молодая красивая женщина, потребности организма, да? Тем более это же действительно как полезно. Эндорфины. Вот такие эндорфины, их же ничем не заменить. Вот те, которые именно от любви случаются. Поэтому я вот это вижу. Вижу, что вы хозяйка жизни. Вижу, что вы в корне диаметрально поменяете не только свои взгляды, но и отношения. Не только к мужчинам, но и к себе. И это будет самое важное, самое правильное и самое главное. Я могу тут до бесконечности рассказывать, какая вы станете, но я хочу, чтобы вы это все испытали и были, как, знаете, как пионер, первооткрыватель, чтобы вы действительно наслаждались каждым моментом своего будущего. Это я вижу. Вижу, что от вас эта ситуация не уйдет. И как бы сильно вы там не открещивались, говорит, да нет, это не про меня, да чтоб я, да никогда. Поверьте, вот нашли на эту отсыпочку, значит, это про вас, значит, это обязательно с вами случится. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.